правительстве Ингушетии все эти праздничные дни в усиленном режиме работал оперативный штаб, специалисты которого принимали звонки от жителей региона о перебоях в электро-, газо- и водоснабжении. В круглосуточном режиме функционировали укомплектованные дежурные аварийные бригады. За 3 дня на пульт диспетчерской оперштаба круглосуточно поступали обращения различного характера. За указанный период работы штаба поступило 20 обращений посредством телефонной связи, из которых 8 по сбоям в электрохозяйстве, 1 обращение было по линии газификации и 11 по системе водоснабжения. Данные технологические нарушения устранились в максимально короткие сроки. Также стоит отметить, что данный штаб функционирует до 10 мая включительно. Жители при необходимости могут обратиться по номеру телефона 8 928 747 75 44. В праздничные дни вся служба системы здравоохранения Ингушетии также была переведена в усиленный режим работы. Были созданы дополнительные бригады скорой медицинской помощи. С 10 утра до 10 вечера в поликлиниках региона больных принимали специалисты в кабинетах неотложки. За период выходных дней было более 2000 обращений на службу скорой медицинской помощи. Поступлений в в приемные отделения медицинских организаций было более 522 обращения было в медицинские организации, в том числе было 13 случаев после пострадавших дорожно-транспортных происшествий, из них 5 человек было госпитализировано, было несколько случаев отравлений пищевых, химических отравлений. После оказания медицинской помощи пациенты также были отправлены на амбулаторное лечение. Также круглосуточно работали кабинеты КТ-исследований. Задействована была вся диспетчерская служба медучреждений. В праздничные дни были выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции сейчас ситуация стабильная. В стационарах продолжают находиться 72 человека. Из них, к сожалению, 7 человек в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. Всего за период этих выходных дней поступило 33 человека в отделение для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В ГИБДД Ингушетии в праздничные дни были приняты меры по снижению аварийности на дорогах. На оживленных участках дежурили мобильные бригады инспекторов. К сожалению, за 3 праздничных дня статистика аварийности в регионе пополнилась новыми цифрами. А в Республике Ингушетия по истечению праздников произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, от которых у нас 1 человек погибший и 7 человек получили ранения различной степени тяжести. В числе у нас, конечно же, пострадавших, к сожалению, есть 3 детей несовершеннолетних, которые являлись пассажирами транспортных средств, и 1 ребенок у нас был пешеход. К сожалению, в городе Сунжи произошел смертельный наезд на женщину, в результате которых она погибла. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, в результате чего, к сожалению, произошел наезд, и она скончалась до доставления в больницу. Особое внимание также уделили транспортным средствам с подложными регистрационными знаками. Все нарушители были выявлены и привлечены к административной ответственности. Лина Цичуева, Умар Газдиев, Новости 24.